Anı iki kara kaşından. Sen üçün ketip kalamam, jarık dünyanı başından. Oy kolumdağı cüzügüm kulina, alıp salganma bazmana. Sen üçün ketip kalama, jarık dünyanı başından. Tavlağa künnü tidirgen kulina, tüzlege cavum javdurgan. Senden sonra adam görmedim, 20 yaşını südürgen. Вы сейчас находитесь на исторической родине Карачая. Это 3 аула старинных: Карчурт, Учкулан, Хурзук, родина Карачая. Отсюда до Эльбруса, значит, где-то 20 километров до самых ледников. Мы живем на этой земле, на аланской земле, и мы отсюда никуда никогда не уходили и являемся прямыми потомками Алан. Ни в одном языке, ни одной другой национальности нету обращения друг к другу «Алан». У нас карачаются, обращаются, как, допустим, «эй», там, «друг», «товарищ», как люди обращаются друг к другу, у нас обращаются друг к другу именно вот так. «Алан». «Алан» – это обращение. Носителем чистого старого тюркского языка и носителем являются на сегодняшний день только карачаевцы. То есть у нас этот язык практически не претерпел никаких изменений. Давай проходи тоже. Именины сейчас. Девушке год исполняется. И как бы его на колыбель ставят, у нас обычай такой. Бешке салган называется. Это бешек мать купила, когда сын родился. 35 лет этой люки. Все дети здесь родились. Матрас, большой матрасик, а потом подушечки. А то потом одеяльца. Это, например, большинство на детские придания, на детскую люльку. Вот с этого делается одеялка, потом пояски, матрасик, подушечка. Вот, чтобы ножки, ручки правильно вот тут ровненько было. У тебя не было, месяц, угитеть, гимбурху тюгу. Тобок жастық, вот это, чтобы коленки туда-сюда не... Это вот подушечка, которая ставится на колени ребенка. Для того, чтобы ребенок лежал ровно, и ставится ему на колени. А вот это уже ремешки, которыми закрепляется ребенок. То есть они как бы должны лежать вот так, и отсюда еще заворачиваются. Ксабыста? Оба, тигум, кала, тигум, мемуну. Это инициалы Надифат и Софья, наши инициалы с бабушкой. Я ее отгоняла. Еще даже ей 4 года не было. Вот подойдет, головка достает только сюда. Я шью, бросаю, вышла, пришла, уже запутана, все, она скорее села туда, давай по-своему. А теперь уже серьезно взялась. Меня уже перешагала. Балдон татлы балачығым демеді, мұратыма жеткен қалачығым демеді. А уже вот это внук родился, я купила новую люльку, все новое купила. Там из барашки кость бывает. Эта кость называется ашиглик. И вот для ребят, для пацанов, всегда она служила как мочеточник
Будем говорить так, вот здесь делается дырочка, чистится, обрезается здесь и проводится вниз люльки. А там баночка, пол-литровая баночка все время была. Там дырочка есть, и там клюночка есть, чтобы мокро не было. Ребенка уложим спать, а свои дела делаем. Не боялись. Я и троих вырастила их в этом люльке. В основном большие семьи, 5-6 человек, вот средняя семья вот так. Вот это старшая внучка, вот она, Ася. Ася, да? Это младшая, да? Молду. А вот детские шалости, например, где-то что-то сломать, где-то что-то, допустим, залезть куда-то, такие вещи в какой-то мере даже, наверное, поощряются в отношении особенно мальчиков все-таки. Вид хозяйственности прежде всего скотоводство. Коневодство, скотоводство. Каждый хозяин имел табун лошадей. И вот чтобы отличить один табун от другого, каждая фамилия имела свою тамгу. И по этой тамге хозяин отличал табун, свой табун от другого табуна. Ну вот я держу вот тамгу рода фамилии Хасановых. Вот смотрите, и вот там на рисунке то же самое. Многие карачаевцы вот тамгу, значит, помещают на фасаде, чтобы потомки знали, чтобы не забывали историю своего рода. Вот виновница торжества сегодня. Как по-нашему говорят, бешке салам. Все гости собрались, готовятся национальные блюда. Хачины, манты. Варится там в котле мясо. Гостеприимство – это вообще особая статья, которую можно вообще выделить даже из ряда обычаев, из ряда, допустим, характера народа. Лучший кусок гостю, лучшая постель всегда гостю. В нашем народе режут барашку на большие праздники, такие как вот приезд гостей, рождение ребенка, свадьба. Для нее это нарезали. Сейчас будем его разделывать. И по соседям, по родственникам, всем, что по куску досталось, что у нас обычай такой. Ни у кого из кавказских народов в основном нету такого, чтобы, например, кости барана, каждая кость имела свое значение и имела свое предназначение. То есть, кому какая кость предназначена вот сидящим за столом. Карачаевская барашка, да, еще любая барашка, по нашему пониманию и по обычаю, делится на 24 ровных талей. Если примерно посмотреть, то почти что мясо у них одинаково, почти в сумме. Поэтому, если в старину не хватало, приехали 25 гостей, из-за того, что не хватает одна кость для одного человека, резали барашку. Гостям всегда дается правая сторона головы баранины, правая сторона лопатки, второй позвонок поясничного отдела шишомрал и вот эта часть курдюка. Так, теперь дальше, если посмотреть, женщинам тамаде, который приехал с гостями, добавляется вот этот челюсть с языком вместе. Она перед тем, как есть, должна отрезать кончик языка, что говорит о том, чтобы были у представителей женского пола язык короче. Что есть? Где надо уметь молчать. Сплетням не занимались, зная свое дело, где надо молчать, где надо прислушаться. До сих пор вот старые обычаи у нас, можно сказать, ну, придерживаются очень строго.
Kayanıpla başlanadı Kuvançka cırlanasan Orayda kız çıkadı Toyanıpla başlanadı Kuvançka cırlanasan Orayda rayda orayda Orayda rayda orayda Orayda rayda orayda Orayda rayda orayda На счастье орайда. Вот что ломали мы, базук, по Карачаевску это базук. Оттуда часть, которая, в общем-то, отдирается с этой кости и применяется как нож. Вот смотрите, каким образом он режет. Это натуральное лезвие, которое может применяться вместо ножа. Вот. Тамада все мясо, то есть все мясо с лопатки, делит на части и раздает присутствующим за столом. Потом чистит лопатку от мяса, очищает и гадает по этой лопатке. Эту семью ожидает благоденствие и удача. Вот это богатство тоже нормально. Вот ожидается у них в ближайшем будущем добавление в семье тоже нормально. Ну, все нормально. После наших тостов, чтобы все больные стали здоровыми, чтобы все хромые побегали, чтобы все войны прекратились, чтобы страна наша процветала, Россия. Карачай угасал, умирал, уничтожался и вновь появлялся. И вот мы сами очевидцы последнего возрождения. Вот он, я, все мы очевидцы. Да ей трат, не затнайтесь. Бара тұрғаның алға зейіні дейді.